Бог обращается к тебе сегодня, дорогое дитя, посреди суеты твоей жизни. Я замечаю, что часто мои послания не получают должного внимания. Сын мой, обращайся ко мне не только в печали, но и в благодарности. Не взывай ко мне напрасно, сын мой. Я помню о тебе, когда другие уже забыли о тебе. Но многие продолжают оставлять мои послания незавершенными, даже повторяя их изо дня в день. Сегодня я выбираю молчание, возможно, тогда меня выслушают с должным вниманием. Несмотря на ваши страхи, я всегда буду рядом с вами и проведу вас через самую густую тень. Я останусь рядом, когда вы обратитесь к молитве, и отвечу так, что превзойду ваши ожидания, как обещано в моем слове. Я Бог, единственное реальное существо, Создатель Вселенной и всего, что в ней существует. Ты, дитя, являешься неотъемлемой частью моей сущности, как и все остальные, вплетенные в жизнь друг друга, как звезды в ослепительном небе или ноты в прекрасной мелодии. Неумолимый закон причины и следствия управляет каждым из вас. Этот закон гласит, что каждый мой ребенок оказывает влияние на другого на жизненном пути. Если ты причиняешь боль своему ближнему, то и тебя коснется та же боль. Твои убеждения станут пустыми без последствий твоих поступков, ибо все будет лишь случайностью или совпадением, а я, сын мой, действую по справедливости. Ничто не происходит случайно. Сынок, я свет, который направляет в жизни тех, кто следует за мной. Они никогда не будут ходить в тени, ибо их будет освещать пламя жизни. Если вы разделяете это божественное видение, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. То, как Бог общается с нами, это нечто особенное. Он показывает нам, что мы уже прощены за наши ошибки и что Он принимает нас как членов своей семьи. Однако очень важно, чтобы мы искренне верили в это и жили в соответствии с этой истиной на протяжении всего нашего пути. Дорогой друг, в Библии ты найдешь теплое приглашение приблизиться к Нему, позволив Его божественной любви поселиться в твоем существе. Я хочу поделиться с тобой этой глубокой любовью, чтобы ты глубже понял свою сущность, почувствовал, что тебя любят, заботятся о тебе и посвятил себя служению Ему всем своим сердцем. Дорогое дитя, мое желание состоит в том, чтобы ты испытал всю ту бесконечную любовь, которую я питаю к тебе. Помни, что я твой Создатель, и я хочу, чтобы ты всегда был близок к моему свету. Я недалекая фигура, присутствующая только на небесах или в священной книге. В действительности я сейчас здесь, рядом с вами, и мое присутствие распространяется на всю Вселенную. Я хочу быть вашим лучшим другом, вашим постоянным спутником на жизненном пути. Я хочу вести вас к жизни, наполненной радостью и удовлетворением. Я возлагаю на вас уникальную задачу быть моим посланником, учить других жить так, как я хочу. Эта ответственность лежит на тебе, потому что я хочу, чтобы ты больше узнал о себе, понял истинное значение личностного роста и знал, как вести свою жизнь полноценно. Я доверяю тебе, дорогое дитя, поэтому и возлагаю на тебя эту ответственность. Я желаю, чтобы ты смог отличить добро от зла, понять последствия своего выбора и осознать влияние своих глубочайших намерений в стремлении к мудрости.
Я стремлюсь к тому, чтобы вы находили более глубокое понимание и принимали более мудрые решения на будущее. Я тот, кто создал вас для особой цели, властелин времени и пространства по отношению к вам. Я дал вам тело, чтобы вы могли прожить эту конечную жизнь. И очень важно, чтобы вы использовали ее с умом. Вы можете задаться вопросом, почему я не дал вам больше времени, чтобы вы могли учиться, расти и оказывать более значительное влияние на жизнь? Ответ прост. Время – это не то, что принадлежит человеку, а то, что принадлежит мне. Это дар, который должен быть использован по назначению здесь, на Земле. В противном случае он будет потрачен впустую. Вы также можете спросить, почему я не дал вам больше лет, чтобы вы могли оттачивать свои навыки на протяжении всей жизни. Дело в том, что есть уроки, которые выходят за рамки опыта, уроки, которые требуют примеров для обучения и полного понимания. Подобно тому, как человек, желающий научиться играть на инструменте, должен потратить время и приложить усилия, определенное обучение также требует усилий. Однако знайте, что я не оставил вас в одиночестве на этом пути. Я обеспечил вас всем необходимым, чтобы вы могли жить в этом мире. Жизнь – это драгоценный дар, и только от вас зависит, как вы распорядитесь им наилучшим образом, чтя цель, ради которой он был создан. Раскрытие потенциала своего понимания и интеллекта – это ключ к тому, чтобы следовать курсу судьбы. Каждый из вас является частью великого плана, и вам не нужно бояться этого пути, дорогое дитя. Путешествие уникально для каждой души и отличается от того, что вы можете ожидать. Однако в конце концов все сходятся, даже если путь кажется неясным. Для каждого из вас существует особый план, созданный с заботой и целью. Вы были созданы мной с любовью и предназначены для совершения невероятных поступков. Ваша миссия – любить, служить и влиять на этот мир как дети и последователи. Рост и зрелость являются частью этого пути, подготавливая нас к вечности. Во время пребывания здесь вы столкнетесь с трудностями и временем размышлений. Какими бы трудными ни были эти испытания, всегда помните, что я направляю путь вашей жизни. Прислушивайтесь к моему внутреннему голосу. Я Творец, наблюдатель и любящий родитель. Мое желание, чтобы вы обрели счастье и покой в отношениях с другими людьми, с самим собой и со мной. Цель – жить полноценной жизнью как на земле, так и на духовном плане. Знакомство с тем, кто я есть, расширяет вашу любовь ко мне, а это ведет к гармоничной жизни, в которой вы постоянно ощущаете мое присутствие. Тяжесть ошибок, которые вы совершаете, облегчится, если вы откроете глаза на истину, открывающую ту огромную привязанность, которую я испытываю к каждому из вас, дорогие дети. Мое желание, чтобы вы поняли, почему я избрал и запланировал ваше спасение. Ваше место на небесах гарантировано благодаря жертве моего Сына Иисуса Христа, который является вашим Спасителем. Однако прежде чем войти в рай вместе со мной, вы должны стремиться к святости, живя и горячо практикуя любовь друг к другу. Я понимаю, что вы не всегда будете разделять взгляды своих ближних, вы можете даже не соглашаться и время от времени вступать в конфликт.
Однако знайте, что моя любовь остается непоколебимой и вечной, преодолевая любые трудности. Я люблю вас безоговорочно. Ведь вы, мои дети, созданные с особой любовью и заботой. Напишите «Я люблю Бога безусловно», если вы чувствуете Божью любовь в своей жизни. Вы избраны Богом, Он – Отец и Создатель всего, включая каждого из вас. Когда Он создал вас, Он дал вам священное имя, которое отражает уникальность Его творения. Постоянно помните о своей связи с Небесным Отцом и о Его глубокой приверженности вам. Имя, которое вам дано, священно, не тронуто – это прямая связь с нашим Отцом. Даже самый смелый не сможет изменить или исказить его. Этой властью обладает только Бог. В конце концов, попытка сделать это означала бы неуважение к самому закону, который мы поддерживаем. Это имя – связь с Богом любви, источником всего прекрасного и доброго. Он хочет поделиться с нами этой любовью, но чтобы получить ее, мы должны освободиться от того, что нас от нее удерживает. В этом и состоит суть заповеди: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Чтобы обрести божественное принятие, мы должны служить всем, смиряясь. Чтобы понять сущность любви, мы должны заглянуть в свое сердце и задуматься о том, как мы относимся к окружающим нас людям. Иногда даже самые чистые сердца не могут до конца постичь истинную любовь, но со временем, дорогое дитя, ты узнаешь, что только добро исходит от меня, а зло – из человеческих сердец. Я уже открыл тебе эту истину, прости их, ибо часто они не понимают последствий своих действий. Я – начало и конец, корень всего сущего, основа твоего понимания того, кто ты есть и в чем смысл жизни. Я – отражение того, кем вы хотите стать, сыном или дочерью, мужем или женой, матерью или отцом. Мои слова выходят за рамки пустой речи, они свидетельствуют о том, как вы проживаете жизнь, о том, что действительно важно для вечности. Хотя мир может казаться хаотичным, а каждый день – вызовом, вы знаете, что я уже победил все это. Вы – главные действующие лица перемен в вашей жизни. Будьте уверены, что, когда вы сделаете правильный выбор, Божественная рука будет направлять вас, и вы будете неуклонно следовать своей цели. Бог осыплет вас безмерными благословениями, исполняя чаяния вашего сердца. Мне были предоставлены различные возможности выразить свою любовь и желание служить Ему. И хотя я постоянно учусь использовать их по максимуму, я твердо намерен делать это и сейчас, чтобы Бог был почтен как в моей жизни, так и в моей работе. Дорогой сын, я знаю о твоих молитвах о новой возможности получить работу и с радостью делюсь тем, что слышу. Знай, что каждое слово, исходящее из твоих уст, услышано. Сын мой, я всегда отвечаю тебе, даже сейчас. Нужно только, чтобы ты всегда был готов слушать меня. Вскоре перед тобой откроется великолепная возможность, которая позволит тебе служить мне так, как ты и представить себе не мог. Я нахожу радость в твоей вере и преданности, и хочу благословить тебя еще больше, чем ты уже благословлен. Открой мне свое сердце, дорогое дитя. Если вы верите в Божьи обещания, оставьте комментарий со словами «Я верю».
всегда помните, что доверие к Божьему плану и отдача Ему – это ключ к осмысленной и полноценной жизни. Будьте уверены в себе, ведь вы – ценный инструмент Бога, способный на великие дела. Он хочет, чтобы вы были счастливы и реализованы на этом новом пути, поэтому позвольте себе отдаться Ему. Пришло время замедлиться. Отпустите неустанную погоню и позвольте себе расслабиться. Дышите глубоко и наслаждайтесь сутью жизни. Жизнь подобна колесу обозрения, которое превращает ваши самые большие мечты в реальность, заставляя их расти и становиться еще больше и лучше. Однако наступает момент, когда мечта исполняется, и вам нужно сойти с колеса, пока вы не выдохлись. Так что перестаньте бороться и позвольте себе жить настоящим моментом. Мы можем быть полностью уверены в Божьей любви, если доверимся Его Сыну Иисусу Христу как нашему Спасителю и Проводнику. Когда мы доверяем Ему, Он никогда не оставит нас и не покинет. Поэтому никогда не забывайте эту глубокую истину. Бог любит вас сверх всякой земной меры. Сегодня у вас есть возможность задать Богу вопросы. Неважно, будете ли вы сомневаться. Главное, чтобы у вас хватило мужества сделать это, когда возникнут сомнения или вы почувствуете себя потерянным. Не стесняйтесь обращаться за советом к своему Творцу. Он никогда не собьет вас с пути и всегда будет рядом с вами. Он никогда не оставит вас в неизвестности без возможности найти дорогу назад. На протяжении всего своего пути вы могли сталкиваться с различными неопределенностями, но вера всегда была самым сложным испытанием. Вера требует решимости и доверия к чему-то большему, чем вы, что мы называем верой. Дорогой ребенок, мое сердце стремится сделать нашу связь еще более тесной. Я прошу тебя о доверии и приглашаю поверить в меня, в план, который я разработал для твоего путешествия. Выбор за тобой. Продолжать идти по старому пути или сказать «да», поверить в то, что я готовлю для тебя чудеса на этом пути. Я хочу превратить вашу жизнь из тени в свет, из смерти в жизнь, из путаницы в ясность. Я хочу, чтобы вы жили для меня и моего царства, ставя меня на первое место. Я буду направлять ваши шаги, с каждым днем делая вас все более похожими на меня. Если вы согласны, напишите в комментариях «Да, я принимаю и благодарю вас». Бог желает освободить вас от бремени греха и дать вам возможность строить свою жизнь в соответствии с Его целями, возвеличивая Его величие и делая честь всему человечеству. Бог никому не навязывает своего присутствия, но приглашает всех, кто обладает даром избрания, данным любящим Отцом, соединиться с Ним через веру в Иисуса Христа, принесшего все в жертву на кресте. Для меня огромная радость видеть вас здесь. Бог зарезервировал для вас особое место в Небесном Царстве. Чем больше мы позволяем себе быть каналами для Бога, тем больше Он открывает нам себя. Когда мы откладываем свои планы и отдаемся Ему, то тем отчетливее слышим Его голос. Чтобы говорить с Богом, мы должны искать Его. Мы должны делиться с Ним своими желаниями и пожеланиями, веря, что Он ответит нам в нужное время и наилучшим для нас образом. Мы не должны беспокоиться о том, что подумают или скажут другие.
Напротив, наша вера должна расти за счет доверия к божественному руководству в нашей жизни. Имейте мужество делиться истиной без страха. Бог безупречен, но Он допускает несовершенство. Однако вы не несовершенны. Сегодняшний день – это день яркого сияния, полного присутствия. Это день, когда нужно делать то, что нужно, а не только то, что хочется. Почувствуйте себя полным и достаточным здесь и сейчас. Вы любимы Богом, даже если иногда мы сомневаемся в любви других или даже самих себя. Это нормально – сомневаться в том, что мы достаточно хороши, достаточно умны, достаточно честны и достаточно любимы. Однако Бог хочет, чтобы мы знали, что наша ценность не зависит от материальных благ, количества друзей или признания в социальных сетях. Наша истинная ценность в нашей способности любить и служить другим, в нашем постоянном поиске любви в глубине души. Это божественный дар. Вы были созданы с этой внутренней ценностью и достоинством благодаря безмерной любви Иисуса к вам. Сегодняшний день – день воспоминания о нашей христианской идентичности, о том, что мы – дети Божьи, чьи корни в Нем и в Его любви к нам. Я не собираюсь игнорировать ваше существование, ведь я говорю не о пренебрежении к людям, а о том, чтобы ценить то, кем вы являетесь. Мир полон людей, которые стремятся создать себе имя, но часто не понимают истинного смысла этого. Они настолько сосредотачиваются на себе, что не воспринимают окружающий мир. Они настолько погружаются в собственные амбиции, что теряют из виду то, что находится прямо перед ними. Действовать, не понимая божественного предназначения своей жизни – ошибка. Очень важно быть готовым следовать указаниям Бога и доверять Ему, не считаясь собственной волей, влиянием друзей и других факторов. Легко потеряться в собственной жизни, пренебрегая такими важными вещами, как общение с Богом и совершение добрых дел, потому что это проще, чем уделять время только Ему. Однако, если мы действительно хотим достичь счастья на этом пути, мы должны смотреть дальше себя, потому что у нас всего одна жизнь. Бог хочет, чтобы вы не просто существовали в Его присутствии, но и меняли жизнь других людей к лучшему. Он хочет, чтобы Его дети были теми, кто действует на благо других, а не только для себя. Очень важно, чтобы мир познал Божью любовь, чтобы в нем царило счастье, а печаль была изгнана. Я знаю, что вы человек с добрым сердцем, искренне заботящийся о других. Я также понимаю, что в жизни вы сталкиваетесь с трудностями и сложными ситуациями, которые могут показаться вам непреодолимыми. Однако знайте, что у вас есть способность преодолеть все с помощью стойкости и веры. Я хочу рассказать о том, как божественное присутствие может проявляться, когда мы сталкиваемся с трудностями, оказывая поддержку даже тогда, когда кажется, что все вышло из-под контроля. Даже в разгар невзгод Бог находится рядом с вами и действует в нужное время, которое идеально. Комментарий 111 показывает, что вы тоже находитесь в молитве. Вы обладаете свободной волей, чтобы решить, повиноваться или нет, и если вы сделаете правильный выбор, я обязуюсь сделать все необходимое для вашего блага. Я верю, что вы здесь для того, чтобы существенно изменить мир не только своими действиями,
но прежде всего тем, что вы – исключительная личность. Будущее может быть неопределенным, но верьте, что у Бога есть особый план для вашей жизни, который выходит за рамки земного счастья. Он хочет удовлетворить все ваши потребности и воплотить в жизнь ваши самые сокровенные мечты. Бог хочет помочь вам в достижении ваших целей, если вы будете доверять Ему и следовать Его учению. Помните, что Он всегда стремится к вашему благополучию, и вам никогда не грозит опасность или зло, потому что вы безмерно любимы им. Он желает, чтобы вы познали Его и служили Ему всем сердцем. Бог сказал: «Я вершитель судеб, осуществляющий контроль над вашей жизнью, от Него нет спасения». Он – Творец, обновляющий все сущее, жаждущий вашей свободы и желающий, чтобы вы могли выразить себя и следовать своим самым сокровенным мечтам. Я желаю вам испытать всю полноту вашего путешествия здесь. Вам может казаться, что уже слишком поздно обращаться за помощью, что на вас надвигается буря проблем и отчаяния. Но Бог находится прямо перед вами, жаждет протянуть руку и исцелить ваше сердце. Если Бог не занимает места в вашей жизни, возможно, пришло время пересмотреть эти отношения. Проблема не в Боге, а в том, что мешает этой связи. Возможно, это что-то внутри вас или внешнее влияние, которое отталкивает вас, дает вам неправильные советы или контролирует ваши решения. Не существует коротких путей к исцелению сердца, но мы можем посмотреть на этот стих как на способ переключить наше внимание на Бога, чтобы вновь обрести радость в этом жизненном пути. Возлюбленные, давайте вознесем последнюю молитву к нашему Отцу, чтобы чешуя упала с наших глаз, и мы раз и навсегда, с искренней верой и смиренным сердцем, исцелились от всего, что мешает нам общаться с Ним. Молитесь этой молитвой в течение 3 дней с верой и упованием и наблюдайте за чудесным преображением, которое произойдет внутри вас и вокруг вас во всех отношениях. Давайте помолимся. Отец Небесный, сейчас я стою в Твоем божественном присутствии и ищу исцеление, которое охватит все мое существо, тело, душу и разум, как мы читаем в книге Марка, глава 2, стихи 10-12. Я признаю, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, поэтому я смиренно прошу Тебя о сострадании, прости меня и даруй мне это исцеление, которое поразит всех. Я благодарен за то, что заплатил цену за свое здоровье и здравомыслие, и верю, что болезнь не входит в мою судьбу. Нежным и сострадательным прикосновением Твоих рук избавь меня от любого негативного влияния, которое попытается атаковать мое тело и разум. Во всемогущем имени Иисуса я повелеваю каждому нежелательному духу немедленно покинуть меня. Пусть все семена зла, посеянные в моей жизни, будут полностью искоренены. Пусть огонь Святого Духа пройдет через все мое существо, от ступней до макушки головы, устраняя все следы болезни. Излей на меня масло Твоего мгновенного исцеления, которое, как восстанавливающий бальзам, будет струиться по всему моему существу. С полным доверием к Твоему Слову я устремляю свой взор на Твое обещание, вдохновленный Исаией 58, и я уверен, что свет воссияет в моей жизни подобно луне, а исцеление проявится быстрым и необыкновенным образом. Я полностью отдаю себя Тебе, находя несравненный покой в Тебе,
моем прибежище и силе. Праведность будет идти перед тобой, как слава Господня окутывает меня. Пусть твои руки коснутся моего существа и принесут быстрое исцеление. Я не хочу покинуть твое присутствие тем же путем, каким вошел. Избавь меня от боли и мучений, наполни мое разбитое сердце новой радостью. Я вспоминаю Иеремию 30:17, где ты провозгласил: «Я восстановлю здоровье твое и исцелю раны твои, говорит Господь». Пусть меня считают незначительным, но я – потрясение, которое не все замечают. Отец Небесный, пожалуйста, посмотри на мою ситуацию, и я умоляю о скорейшем исцелении. Избавь меня, Господи, от всякого духовного рабства. Напитай мое тело, душу и разум Твоим исцелением, Господь Иисус. Сегодня я прихожу к Тебе в поисках Твоих исцеляющих рук в моей жизни. Я верю, что с Тобой возможно все. Я умоляю Тебя охватить мое сердце, обновить мой разум, тело и душу. Ты – неиссякаемый источник радости в жизни. Дай мне силы идти по пути, который Ты проложил для меня, Дани. Даруй мне мудрость и благодать, чтобы распознать тех, кого Ты поставил рядом со мной, чтобы помочь мне продвигаться вперед. Я жажду Твоего исцеления и благодати, как небесный бальзам, окутывающий меня. Я молю о восстановлении, осознавая, что не могу справиться с этой ситуацией в одиночку. Я прошу искренних извинений за то, что искал помощи в разных направлениях, в то время как истинное исцеление и облегчение зависят прежде всего от Твоего присутствия. Я умоляю о Твоем исцелении и милости, которая с безмятежностью охватывает все аспекты моего существования. Я благодарю Тебя, потому что знаю, что Ты способен сделать гораздо больше, чем я могу себе представить, что Твои действия по восстановлению и искуплению проявятся, преобразуя трудности и сражения в славу для Тебя. Я верю в Твою исцеляющую силу для моих дорогих друзей и близких, которые переживают минуты отчаяния. Я умоляю Тебя начать могучую работу в их жизни, окутывая их миром и сверхъестественной силой, вселяя в них веру во все возможности в Твоем присутствии. Защити нас от лжи и козней сатаны и позволь Твоему чудесному исцелению проявиться в нашей жизни. Явись перед нами, Божественный, с неописуемым удивлением. Мое сердце жаждет Твоего присутствия, желая выйти из тени этой тьмы, чтобы Ты открыл мне путь. Господи, в Твоих словах мы находим обещание исцеления от всех болезней и дар вечной жизни для тех, кто возлагает на Тебя свое упование. Сегодня, в скорби, я взываю к Тебе, Господи, о силе и помощи. Я умоляю Тебя отвратить все болезни и беды, которые терзают землю. Даруй мне божественное исцеление на моем пути. Дорогой Бог, иногда я чувствую себя обиженным, преданным и беспомощным среди мрачных дней. Ты, великий целитель, тот, кто несет наше бремя, освещает наши пути и вселяет надежду. Ты рядом с нами в минуты тьмы. Помоги мне не забывать обращаться к Тебе, когда беда давит. Я хочу покориться Твоей мудрости, Твоей силе и Твоему состраданию. Я признаю, Господи, свое собственное бессилие. Ты – Владыка Вселенной, где все становится возможным. В
Твоем присутствии заключена сущность исцеления, восстановления и роста. Священные страницы свидетельствуют о чудесных исцелениях и даже воскрешениях из мертвых. Я убежденно верю, что ваша сила не подвластна времени, и сегодня я доверяю вам свое исцеление. Сейчас я пробуждаю целительную силу, живущую во мне. Я позволяю ей рассеяться, Святой Дух, и позволяю Твоей великой силе снизойти на меня во имя Иисуса. Я открываю двери, чтобы жизнь вошла в мое тело и принесла исцеление, в котором я так отчаянно нуждаюсь. Со смирением и благодарностью я принимаю все исцеления и избавления во имя Иисуса. С непоколебимой уверенностью я провозглашаю, что силой Иисуса я свободен от боли, беспокойства и слабости. Я исцелен. Аминь. Дорогие друзья, поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, потому что Бог хочет говорить и с ними. Знайте, что каждого из вас ждет благословение за то, что вы поделились этим посланием. Да благословит вас Господь!